Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам цыганский расклад на декабрь, любовь, отношения для рыбы. Посмотрим, какие ждут события в отношениях. Самые важные из них описываются семеркой бубновой. И эта карта говорит о том, что будут беспокоить в отношениях какие-то нерешенные вопросы, какие-то тайные моменты, какие-то ситуации, которые никак не решаются. Вы будете пытаться договориться, вы будете пытаться понять партнера, вы будете учиться быть мудрыми. Кроме того, вопросы могут касаться детей, вопросы могут касаться стабильности материальной, недвижимости. Кроме того, вопросы могут касаться каких-то обманов, да, какого-то лицемерия. Или, может быть, это будет вопросы, которые говорят о каких-то наших истинных ценностях, то есть что важно партнеру в отношениях, да, на чем он сконцентрирован, на что опираются ваши отношения, вот это вот все будет очень важно. Может быть, конечно, не всегда все будет получаться легко, может быть, много будет пустой суеты, может быть, много будет каких-то мелких проблем, но они будут все непродолжительные, будет возможность быстро все решать. И вам карта рекомендует обязательно быть собранным, расчетливым. Если чего-то не хватает в образовании, нужно будет его получать. Если, допустим, не хватает какой-то важной информации, нужно ее находить. То есть карта призывает к активности вот в том плане, чтобы открыть все вопросы, которые вас беспокоят, да, чтобы все стало ясным обязательно в течение этого месяца. Что может этому помешать? Девятка трифовая в этой позиции говорит о том, что помешать может только обман. Помешать может только, если ваш партнер не может с вами говорить откровенно. Или вы, допустим, что-то скрываете. Или, может быть, вы неправильные приоритеты ставите в отношениях, когда пытаетесь договориться. То есть приоритетом должны быть истинные ценности, любовь, чувства, достоинство каждого человека, уважение друг к другу. Вот если на это опираться, все обязательно будет хорошо. Если этого не делать, то тогда могут быть проблемы. Для тех, кто ищет партнера по семерке бубновой, эта карта говорит о том, что можно найти человека, подходящего вам по интересам, по вашим, во всех местах, где люди учатся, да, это может быть обучение в интернете, это может быть онлайн обучение, в общем, все, что касается ваших интересов, вашего развития, роста, здесь нужно использовать. И может человек к вам прийти вот именно такой, с которым вам найдется всегда о чем поговорить, с которым вместе можно развиваться. Давайте посмотрим, как вы чувствуете себя вот в этих событиях в этом месяце. В эту позицию выпадает валет трифовый, и он говорит о том, что вам не всегда комфортно, может быть, бывают какие-то временные конфликты или какая-то дисгармония, может быть, внутри себя, когда вы не можете договориться, может быть, вы сомневаетесь в вашем партнере, или, может быть, какие-то события происходят, которые делают ваши отношения неустойчивыми, может быть, какие-то ненадежные друзья вмешиваются в ваши отношения, и вот у вас могут быть из-за этого проблемы. Или, может быть, вы, наоборот, не можете никак друзьями стать, договориться, и из-за этого тоже вы можете себя чувствовать не очень стабильно. Давайте посмотрим, как события развиваются. По вальту бубновому события развиваются, довольно-таки как бы необычно, непривычно, неожиданно. Здесь может быть все, что угодно, то, чего вы никогда и не предугадывали бы. Эта карта говорит о том, что сейчас может очень сильно поменяться жизнь от плюса к минусу или от минуса к плюсу. Одно заканчивается, другое начинается. Если какие-то у вас были отношения, которые
никак вы не могли завершить в этом месяце, это возможно сделать. Или, допустим, вы никак не могли договориться с партнером, в этом месяце есть возможность договориться, найти взаимопонимание, то есть совершенно по-новому выстроить отношения. И вот этими энергиями надо пользоваться. Вот если остались какие-то вопросы нерешенные у рыб, в декабре вы можете абсолютно все решить, потому что есть возможность как раз вот такого перехода. Как бы закрывается вот это... закрывается одна часть жизни, да, и вы как будто бы в точке перехода в иную реальность находитесь. Кроме того, эта карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то затянувшиеся отношения, да, которые вдруг неожиданно будут меняться. В общем, все, что неожиданно к этой карте относится. Давайте посмотрим, что вы будете думать про все про это. И шестерка пиковая в этой позиции говорит о том, что вы, в принципе, настроены на то, чтобы выстоять, чтобы получить результат в любом случае. Вы готовы трудиться день и ночь, вы готовы вкладываться в отношения хоть всю жизнь, но чтобы результат был, чтобы вы получили действительно хорошую, стабильную семью, устойчивую, да, чтобы у вас была стабильность и материальная, чтобы вы в отношениях тоже могли друг другу доверять. То есть вы думаете только об этом. Это очень здорово. А чего вы ждете? По девятке пиковой вы ждете стабильности. Вам нужна безопасность и материальная. Вам нужна безопасность в виде поддержки друзей, вашей деятельности какой-то. Вам дом нужен. Вам обязательно нужна вера. Вот сейчас, вот, допустим, у вас все в хаосе, да, а вам нужно обязательно вот верить в стабильный такой успех, в то, что все ваши мечты осуществятся. Кроме того, вы ждете, может быть, когда вы не просто, допустим, получите результат, а когда вы не будете сомневаться в своем партнере, когда вы будете верить ему. Давайте посмотрим ваше поведение в этом месяце. И валет пиковый говорит о том, что вы будете стараться доверять, вы будете открываться человеку, вы будете очень как бы гармоничные отношения стараться строить, как бы начать все с чистого листа. Что видит ваш партнер, когда на вас смотрит? Он видит вас как девятку бубновую. И эта карта говорит о том, что он видит в отношениях с вами новые возможности. Он видит, что вы как-то меняетесь очень сильно, да, что старые какие-то непонятные отношения, они уходят и не возвращаются больше. Он видит, что вы в принципе, как будто бы готовы к совершенно новой жизни. Вы как будто бы завершили старый период и ждете, когда поймете, куда идти дальше. Да? То есть вы уже, в принципе, знаете, куда дальше идти, но все равно как бы ждете подходящего момента. Иногда, конечно, он видит вас там, человеком унылым, подавленным, когда вы не знаете, что дальше делать, вы не знаете, как... допустим, примириться с тем, что вот что-то уходит из жизни. Да, но в основном он видит в вас человека, который способен меняться. Давайте посмотрим страхи и опасения, какие у вас остались в декабре. Дама трефовая говорит о том, что могут быть страхи какой-то угрозы со стороны, как будто бы кто-то может вам причинить зло. Возможно, это человек, который вмешается там в отношения, да, может их разрушить. Это может быть какая-то женщина. И либо это, там, допустим, молодая женщина, либо это пожилая там, мать, свекровь и так далее, либо вообще любой абсолютно человек, который как бы любит совать свой нос в чужие дела. Вот вы этого боитесь. Вы думаете, что это может разрушить ваши отношения. На самом деле... Если вы сильны, если вы уверены в себе и настроены на то, чтобы брак прочным сделать, отношения сделать замечательными, никто вам не может помешать, никто не может вмешаться. И все карты говорят о том, что у вас есть возможность как раз
улучшить свою жизнь. И вам не нужно ничего бояться и никого бояться. Вы сами сильнее вот всех, кто может тут рядом с вами оказаться. То есть вам нужно стоять на своем, вам нужно защищать свои отношения, свою семью и так далее. Результатом месяца станет король бубновый. И эта карта говорит о том, что может быть, как будто бы судьба вам улыбнется. Вы, может быть, даже и не ожидаете того, что произойдет. То есть будет что-то очень приятное, какой-то успех, прям значительный успех в осуществлении ваших планов. Это может быть и прибыль, довольно-таки приличная прибыль. Для кого-то это может быть даже покупка недвижимости или какой-то подарок очень дорогой. В общем, что-то связанное с деньгами может быть, как удивительная такая ситуация. Кроме того, по этой карте идет развитие любых дел. То есть вот что бы вы ни затеяли, да, все будет развиваться. И вы будете чувствовать очень глубоко, вы будете и рассчитывать все материально, да, то есть у вас какое-то равновесие такое будет. Вот и духовное, и физическое ваше состояние будет на очень высоком уровне. Что-то новое вы можете понять, что изменит вашу жизнь. В общем, у вас будет начало белой полосы. Вот именно в результате событий, которые в декабре произойдут. Давайте посмотрим, что мешает, чего не хватает рыбам в отношениях. Выпадает дама червовая. И эта карта говорит о том, что не хватает изменений. Не хватает, может быть, деток. Или, может быть, не хватает поднять отношения на новый уровень. Какого-то изменения в семье. Может быть, даже переезда, да, смены места жительства. То есть здесь может быть какие-то поездки нужны, хотя бы длительные, для того, чтобы вы могли как бы набраться вот новых сил, новых энергий, решить какие-то вопросы свои. То есть если есть такая необходимость, стоит поехать. В любом случае не хватает вам перемен во всем. В семье, в работе, в доме, может быть, что-то с детками связано. Давайте посмотрим, какой совет дают карты. Выпадает король червовый в совет. И эта карта говорит о том, что вы должны ориентироваться на семью, на стабильность. Вы должны ориентироваться на себя. Допустим, если у вас есть какие-то желания, их нельзя игнорировать. Если вот чего-то очень сильно хочется, нужно все сделать для того, чтобы это было. То есть нельзя как бы эту энергию прерывать, да, и нельзя эту энергию как-то блокировать, потому что она обеспечивает вас удовлетворением. Кроме того, эта карта говорит о том, что вам нужно стать очень мудрым человеком. Нужно заняться своим здоровьем, своим телом обязательно. Нужно во главе всего поставить семью, отношения и как бы себя, да, чтобы вы были счастливы именно в этих отношениях. Давайте посмотрим, чего не нужно делать. Рыбам в декабре карта говорит о том, что не стоит по восьмерке червовой вспоминать плохое. Не стоит поддаваться каким-то там, снам, да, или предчувствиям. Вот то, что из подсознания приходит, выбивает вас из колеи, заставляет вас постоянно испытывать чувство то плюс, то минус. Вот этого не нужно делать, не нужно этому поддаваться. Не стоит слишком уж концентрироваться на материальном. Больше всего вам важны сейчас отношения. То есть в отношениях вам не нужно быть зависимыми, ни в коем случае. Нужно сделать все, чтобы каждый из партнеров был самодостаточным во всем абсолютно, и в деньгах тоже. Кроме того, эта карта говорит о том, что не нужно защищаться от нового, что ли. То есть нужно обязательно быть открытым ко всему
Иначе вот блокировка энергии происходит. Друзья, прекрасный расклад. Желаю, чтобы все только лучшее для вас было. Месяц довольно-таки переменчивый. Желаю вам стабильности, счастья, радости, отличных отношений. Всего вам доброго. До новых встреч.